Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан пригласил Эрдогана на празднование 30-летия нейтралитета. МИД Туркменистана и Киргизстана подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы. Глава дипломатии Евросоюза в марте посетит Ашхабад и другие новости. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гозель Гулманова передала президенту Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану приглашение принять участие в праздновании в Ашхабаде 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. В ходе встречи в Анкаре стороны отметили высокий уровень развития межгосударственных связей на принципах взаимного уважения и доверия. В ходе визита состоялись переговоры Гулмановой с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, в рамках которых стороны обсудили развитие межпарламентского диалога. Турецкая сторона предложила Меджлису Туркменистана стать членом парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Помимо этого, в Анкаре состоялось 8-е заседание межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую делегацию возглавил заместитель председателя Кабинета министров Нокергулы Атагулыев, турецкую вице-президент Джевдет Йылмаз. Участники отметили рост товарооборота между странами и обозначили приоритетные направления сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в нефтегазовой сфере. Параллельно в Анкаре находилась делегация во главе с министром образования Туркменистана Джумамурадом Гурбангельдыевым. В ходе встречи с турецким коллегой Юсуфом Текином обсуждались перспективы партнерства в образовательной сфере. Кроме того, был поднят вопрос о предоставлении совместной туркмено-турецкой общеобразовательной школе в Ашхабаде земельного участка или современного здания. В рамках культурной программы туркменская делегация также приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Аныт Кабыр в честь первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и глава МИД Киргизстана Жээнбек Кулубаев по итогам встречи в Бишкеке подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с главой Киргизстана Садыром Жапаровым. Стороны подтвердили высокую динамику развития отношений между двумя странами. Жапаров выразил намерение киргизской стороны участвовать в мероприятиях, инициированных Туркменистаном на высоком представительном уровне. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит в марте Ашхабад для участия в министерском совещании Европейский Союз «Центральная Азия». 20-я встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС пройдет в Ашхабаде 4 марта. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с послом Туркменистана Батыром Реджеповым заявил о заинтересованности Астаны в расширении и углублении стратегического партнерства с Ашхабадом. В ходе встречи стороны рассмотрели график планируемых в 2025 году мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах. Также были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества. Реджепов передал официальное приглашение президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву от имени председателя Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова посетить Международный форум мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря. Житель города Бинчжоу в Китае выиграл Мазерати, сыграв в детскую игру на ночном рынке. Мужчина потратил на развлечение $280. Игра требовала от участников бросать кольца и попадать в цели. Главным призом на стенде оказался автомобиль Мазерати стоимостью около $235 тысяч. Однако позже выяснилось, что автомобиль не станет его собственностью, а будет предоставлен ему лишь в аренду на 1 год. Государственные музеи Испании приступили к процессу изъятия человеческих останков из экспозиционных залов в соответствии с новым указом Министерства культуры страны. Документ подчеркивает важность этичного обращения с такими экспонатами и уважения к человеческому достоинству. По данным Министерства культуры, в испанских музеях хранится около 15 тысяч образцов человеческих останков, включая мумии и фрагменты костей. Однако большинство из них уже сейчас не выставляется на публичное обозрение, а содержатся в хранилищах, где доступ к ним имеют только научные сотрудники для проведения исследований. Сборная Туркменистана по хоккею Ю-18 примет участие в юношеском чемпионате мира, который пройдет с 28 февраля по 6 марта в Бангкоке. Соперниками туркменской сборной помимо хозяев будут команды Боснии, Люксембурга, Узбекистана и ЮАР. Первую игру сборная Туркменистана проведет 28 февраля против Люксембурга. Встреча начнется в 18:00 по ашхабадскому времени. Встреча пройдет на международной хоккейной арене Таиланда. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.